Нерюнгри прошла неделя празднования Дня Республики Саха-Якутия. Цикл мероприятий, посвященный этому празднику, был организован в Центре культуры и духовности имени Александра Пушкина. Открыла празднование выставка известного нерюнгринского фотографа Юрия Коковина. Всего было представлено около 30 работ. Все они сделаны в Нерюнгри в 2020 году. Это прекрасная природа и животный мир Южной Якутии. 20 работ останутся в центре и будут украшать стены здания. Сам автор выставки называет себя неотъемлемой частью республики. По сути дела, это какой-то небольшой, но праздник для себя, для горожан, может быть, это кто там улыбнется. Ну, может быть, детишки какие-то улыбнутся. Здесь же все-таки позитив, природа же интересует великовозрастных и 70-летних людей, и 5-летних. Детишки пальцем показывают, это лисичка, это мишка, это же приятно. Здесь же Нерюнгринской городской библиотекой была организована книжная выставка, посвященная Дню Республики. Сотрудники библиотеки провели викторину для юных зрителей «Якутия родная и неповторимая». Раз, два, три, начали! Аплодисменты, поддерживают свои команды. Нерюнгринцы! Как показал интерактив, ребята очень хорошо знают о своем родном крае. Но увидеть якутские красоты глазами Юрия Коковина оказалось особенно интересно. Все, кто пришел на выставку, остались довольны и унесли с собой прекрасное настроение. Фотографии у него очень просто красиво не подойдет. Они, наверное, передают очень хорошо всю природу якутскую, все вот эти вот нюансы. Люди, приходя сюда, даже узнают о некоторых животных, которые здесь живут. То есть они даже некоторые не в курсе, что у нас там есть голубые сороки или... Я сам забыл, как вон то животное зовут. Ну, как бы классно. Напомним, Юрий Николаевич – постоянный участник республиканских, российских и международных выставок, член Союза журналистов, отличник печати Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия. А кроме этого, неутомимый путешественник, заядлый охотник, рыболов и, конечно, талантливейший фотограф. На следующий день состоялся мастер-класс по игре на хамусе. Этот инструмент с удовольствием осваивают как взрослые, так и дети. Попробовала свои силы и я. Немножко посмотрев мастер-класс, как показала Анна Тарасова. Итак, я беру хамус вот так вот, пальчики буквой «С», прикладываю его к зубам и сейчас попробую несколько звуков извлечь. Как рассказала хамусист-виртуоз Анна Тарасова на своем мастер-классе, игра на хамусе – это всегда импровизация, отражающая внутреннее состояние играющего. Тем не менее, необходимо освоить базовые навыки, чтобы издаваемые звуки варгана сливались в стройную мелодию. Те, кто не первый раз взял в руки хамус, знают, этот инструмент не так прост, как кажется. 2 года назад начала на хамусе, мы пошли в музей, я там себе, наверное, все губы отбила, было не очень приятно, но я не остановилась и продолжила, и вот в итоге вместе с Анной учусь и выступаем. Однажды я протерла салфетками хамус и дала своей подруге, она, наверное, у нее кровь вот так вот пошла из губы, такая, ничего страшного, я тоже так же мучилась. Об истории хамуса, знаменитых хамусистах Якутии, лучших мастерах по изготовлению хамуса рассказали участники ансамбля «Чуаранчик». Маргарита Попова создала якутский национальный ансамбль «Чуаранчик» более 25 лет назад. Сейчас он насчитывает около 40 участников. Они показали свое мастерство и в конце пригласили всех присутствующих на общий флешмоб. Сегодня на мастер-классе, когда я услышал, как преподаватель с детьми играет, вообще прям душа разворачивается и сворачивается. И я думаю, что учение игры на этом инструменте я продолжу. Сегодня был флешмоб на этом мастер-классе, я с удовольствием в нем поучаствовал, почувствовал, что этот инструмент мне нужен. Мастер-класс показал, что игра на хамусе доступна всем. Главное в тренировках – проявлять упорство и иметь огромное желание овладеть варганом. Для желающих провести время интересно и с пользой был организован мастер-класс по якутским национальным настольным играм. Хабылык, хаамыска – это настольные игры на ловкость рук, которые с 2012 года вошли в соревнования по национальным видам спорта игры манчары и с 2019 года в игры аланхо.
Основным инвентарем игры «Хабылык» являются деревянные лучины, а в игре «Хамыска» это небольшие деревянные кубики. У всех присутствующих была возможность попробовать свои силы благодаря педагогам Республиканского центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, конечно, развивают мелкую моторику и пальцев, это и реакция, это и усердие, это и в то же время это и воля, волевая сфера, насколько нужно быть усердным, насколько нужно быть терпеливым, чтобы вот научиться, во-первых, и в то же время пройти с этой игрой по жизни и уметь передавать эту игру еще и другим. Также с удовольствием ребята соревновались в играх «Тыксан» и «Тырынка». Аналоги этих игр существуют у многих народов мира. Например, «Тырынка» – это что-то вроде игры в бирюльке, а «Тыксан» – игры в камешке. Мы не могли удержаться, чтобы хоть где-то не поучаствовать. Сейчас я попробую сыграть в игру, которая называется «Охотник». Она развивает глазомер, меткость и мелкую моторику. Здесь есть такие фишки, которые сделаны из костей, которые находятся в хвосте у коровы. Нужно попасть одной фишечкой в другую. Вот сейчас я это и попробую. Молодец. Мимо. У меня было 3 попытки, и все 3 попытки мимо. Но я буду над этим работать. Как оказалось, игры расходуют много энергии. Поэтому здесь же участникам было предложено отведать блюдо якутской национальной кухни. Все участники мероприятия ушли сытые и довольные. 4-й день празднования познакомил горожан с разнообразием художественных ремесел и мастерами по изготовлению кукол, картин и украшений с якутскими национальными орнаментами. Мастер-классы провели нерюнгринские мастера декоративно-прикладного творчества. На изготовление одного изделия у участников уходило от 5 до 30 минут, в зависимости от сложности. Я сейчас делаю из ткани кукол. Расскажи, сложно тебе? Нет. Что ты уже сделала? Я сейчас ей уже сделала платочек, уже навесила на нее платочек, сейчас буду делать ей кулачки. Само уже тельце есть, платьице такое. Надо взять 8 таких полосочек из тканей, потом вместе их сложить. И получается вот как-то вот так вот. Мне осталось сделать кулачки и приклеить бусинки. Подарком для всех участников мастер-класса стали не только незабываемые впечатления, но и памятные сувениры с этническими чертами. Это и орнаменты, нанесенные точечной росписью, и картины из разноцветного песка, и различные украшения, и, конечно же, маленькие куклы. Материал, необходимый для создания сувенира, оказался незамысловат. Кожа, мех, клей, картон и все вроде бы. То есть вот так простенько можно из таких подручных материалов сделать такую куколку, да? Да. Оказывается, да, мы сами удивились. Далее нерюнгринцы поближе познакомились с любимым и обязательным предметом жизни якутского народа – чороном. На выставке «Чорон. Волшебный кубок народа Саха» зрители познакомились с интересными фактами и легендами об этом сакральном предмете. Почетными гостями праздника стали семьи, которые получили сертификаты на право получения социальной выплаты на приобретение жилья. Каждая семья, конечно же, получила по чорону, чтобы была возможность угостить гостей, приходящих в новый дом, освежающим кумысом. Череду мероприятий, посвященных Дню Республики, продолжил концерт литературной гостиной «Встреча». Нерюнгринские поэты прочли свои стихи о Якутии, о Нерюнгре, его жителях и обо всем, что лежит на душе. «Всем живущим на этой великой земле» – так назывался концерт, на котором, кроме стихов, прозвучали песни разных лет авторов-исполнителей, постоянных участников литературной гостиной. Некоторые из присутствующих побывали на всех мастер-классах и концертах, поэтому у них была возможность в полной мере оценить масштаб и значимость подобных мероприятий.
Дети увлеченно участвовали в этом мероприятии. Причем, вы знаете, что поразительно, и мы, взрослые учителя, все те, которые присутствовали, были на этом чудесном, увлекательном мероприятии. Хочется большое спасибо сказать организаторам этих чудесных конкурсов нашей городской библиотеки, духовному центру ДК имени Пушкина, культурному нашему центру, этнографическому центру «Балаган», нашим мастерицам и вообще неравнодушным людям нашего города. Все это так здорово, и все это так важно и нужно нашим детям. Спасибо. В завершении всего цикла состоялся онлайн-концерт «Ты дорог мне, мой край заснеженный» с участием творческих коллективов и солистов Нерюнгринского района. По замыслу главного режиссера Центра культуры и духовности имени Пушкина Светланы Назарчук, все мероприятия, прошедшие за эту неделю, это генеральная репетиция к юбилейному празднику «Столетие образования Якутской автономной республики», который состоится в следующем 2022 году. Уже сейчас мы с уверенностью можем сказать, что праздник обещает быть насыщенным, интересным и незабываемым.